Добрый день, уважаемые гости и жители нашей республики. Сегодня на 19 июля зарегистрировано 94 новых случая, в том числе в городе Якутске 51, что составляет 54% от всех случаев, и в 16 районах. В Алданском 6, Нюрнгринском, Намском 5, Мирнинском, Амгинском, Сунтарском, Татинском, Усть-Алданском 3, Кобяйский, Ленский, Амиконский, Чурапчинский районы по 2 случая, и Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Хангаласский район по 1 случаю. Всего за сутки проведено порядка 1400 исследований. За весь период отработано более 1 200 000 тестов. На 19 число в республике имеется 271 187 вакцин. Первую дозу получили уже 250 000 человек, в том числе лица старше 60 лет 51 000. Вторую дозу получили 193 000 человек, в том числе лица старше 60 лет 43 000. На сегодняшний день использовано 92% от общего объема имеющихся вакцин в республике. Вакцинальная кампания продолжается. Ориентировочно сегодня мы должны получить еще дополнительно 2500 доз для того, чтобы усилить вакцинацию в городе Якутске. Сегодня во всех уже медицинских организациях имеется в наличии вакцина. Получаем вакцину ГАМ-ковид. Есть сегодня потребность, есть очередь ожидания. И мы стараемся приглашать всех, кто записался через государственные услуги. Кроме того, хотелось бы отметить, что ситуация по ковиду все-таки у нас неспокойная. Очень настораживает те районы, в которых малые темпы вакцинации. На сегодняшний день это 5 районов нашей республики, где вакцинация ниже 50%. В том числе это Амгинский район, поскольку он имеет такую всегда массовую миграцию населения. Хотелось бы призвать жителей Амгинского района, в том числе все-таки проходить вакцинацию. Сегодня у вас для этого есть все. Вакцинальные пункты работают, вакцина имеется в наличии. Аутсайдерами сегодня по темпам вакцинации является Татинский район, поэтому мы тоже призываем, конечно, всех жителей нашей республики активно вакцинироваться, и особенно те районы, которые я озвучила. Сегодня продолжается в том числе миграция детского населения. Порядка 760 человек, детей, перемещаются по территории всей нашей республики, что, конечно, тоже способствует распространению новой коронавирусной инфекции. Понимая сегодняшнюю ситуацию, задымленность, не могу не отметить и не призвать население все-таки активнее носить маски. Это сегодня не только спасение от новой коронавирусной инфекции, но и оберегание ваших легочных путей для попадания дыма. Максимально стараться не открывать окна, занавешивать их, возможно, намоченными какими-то шторами, значит, завешивать тканью, беречь себя от попадания дыма, особенно беречь детей. Всем здоровья! Спасибо.